Многие за пределами Республики Ингушетия задаются вопросами, по какой причине, почему ингуши подняли такой скандал вокруг своей границы и вокруг того соглашения, которое заключили руководители два субъекта, чеченской и ингушской. Я хочу объяснить людям, что происходит, какая метаморфоза, какое изменение происходило с территории Ингушетии за последние 50-60 лет. Вот на карте вы видите территорию и проживания ингушей до 1944 года, ну, приблизительно до 22 февраля. С 23 февраля нас депортировали. Вот эту территорию занимали ингуши. Это были чисто ингушские районы. И районов было тогда 7. Ачалукинский, Галашкинский, Малгобецкий, Назрановский, Пригородный, Седавский и Сунжицкий. 7 районов. Вот они. Вот эти районы. Вот это вы видите, Ачалукинский, Седавский район. Вот это зарубцеванный красными штриховыми линиями. Это Пригородный район, Назрановский район, Галашкинский район, Сунжинский район. И вот эти районы. 7 всего районов. Теперь ингушей и чеченцев депортировали. 13 лет провели в Казахстане в ссылке, возвратились домой. При восстановлении ЧАССР от тех районов, от той территории, которую занимали ингуши, был изъят пригородный район. Это тот пригородный район, который был до 1944 года, ингушский пригородный район. Не тот, который сейчас. Там осетины присоединили некоторые свои земли, чтобы сказать, что это не тот пригородный район. Вот он. Кроме того, они отхватили от территории Ингушетии часть, так называемого Седавского района. Вот здесь вы видите вот эти красные зарубцованные кровавые пятна. Это изъяты. И мало того, им понравился ГЭС, Эзминский ГЭС, который там находится на Тереке, в селе Эзми. Вот здесь село Эзми с Эзминской ГЭС. Вот это произошло. Теперь ингуши добровольно уступили чеченцам тогда от Сужинского района. Вот эти села Асыновская, Давиденовка, Асламбекова, потому что считали, что там живут люди, говорящие на чеченском языке, и даже ингуши не искали об этом спорить, говорить, там какие-то претензии. Это было все добровольно. И на сегодняшний день мы не имеем вот к этим землям никаких притязаний, никаких слов, упреков в этом вопросе. Теперь, последнее время, вот тот договор, который заключен между руководителями наших двух субъектов, изымается вот эта часть. Здесь это территория, на которой проживали в древности великие тейпы ингушские, Мержои, Циечои, Уанглы и другие много. Там очень много. Эта территория не столько интересует ингушей, как территория, как земля, на которой что-то можно посадить или посеять, или какие-то ископаемые, как историческая древняя территория ингушской земли. Здесь очень много башенных комплексов древних. Здесь очень много нашей истории. Вот
что теперь, если вот эта часть отойдет, что останется от Ингушетии? Смотрите. Вот это. Теперь без пригородного района. Вот. Ну это уже спор Сунжинский район. Чеченский, вот эта часть, вот та часть нашего Сунжинского района. И если взять вот это, здесь вот этот промежуток 9 километров. Если немножко осетины сюда придвинуться, наше руководство так легко уступает свои земли, это удивительно. Только стоит предъявить претензии, просьбу или претензии, не задумываясь, для чего наши руководители до сих пор уступали и уступают, то здесь 9 километров. Вот такая история. Поэтому я хочу, чтобы не только ингуши и чеченцы, но и другие северокавказские народы знали, почему ингуши поднялись на защиту своей территории. Буквально, как сказать, некуда нам больше отступать. Нам же тоже где-то надо жить. Вот, нам где-то надо жить. Вот поэтому никакой подготовленной будто здесь не было. Выступление людей получилось абсолютно стихийно. Вот судьба Ингушской Сибири. Так.